Это актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Погода и прогноз погоды – не только вечная тема для разговоров, а также насущная необходимость для выживания человека. От каких факторов зависит погода? Как можно прогнозировать те или иные погодные явления? Расскажет наша гостья Татьяна Маршалик, начальник Якутского гидрометцентра. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Но вначале хочется спросить, сколько всего пунктов метеонаблюдений находится у нас в республике? На территории республики 99 метеорологических станций. Но одну мы немножко потеряли в этом году. Как бы она временно законсервирована, 98. Значит, во время паводка в Верхоянске, как мы помним, наша станция на реке Дулгалах, это Якичу, она была полностью затоплена, и поэтому сейчас она законсервирована. То есть, начиная с середины года, 98, можно сказать, вот таким вот образом. Но это метеорологических. У нас еще очень много гидрологических пунктов, стационарных пунктов, и потом временных, и сезонных. Поэтому вообще пунктов наблюдения очень много, больше 300. И все они, каждый отвечает за свою зону ответственности? Конечно, у каждого своя задача. Угу. Расскажите, какие памятные даты Якутская метеослужба будет отмечать в наступившем году? Этот год не исключение. У нас практически каждый год мы празднуем памятные даты. У нас очень много вековых станций, можно вот так сказать, которым 1 век, то есть 100 лет и более. В этом году мы будем отмечать, вот уже в январе отмечаем 160 лет аэрологической станции Вилюйск. И будем отмечать 130 лет, значит, АМСГ Усьмая, станции Усьмая, наблюдение в Усьмайском районе. Ну и 90 лет в октябре будет нашему управлению гидрометслужбы, когда оно было создано. В этом году 90 лет в октябре. Ну, то есть у всех круглые юбилейные даты. Насыщенный год будет. Насыщенный, я говорю, каждый день. Я уже не говорю 50, 60, 70 лет. Этих вообще у нас очень много станций. Ну, есть такие молодые, которые мы их называем, которым 40-50. Ну, это можно, например, сказать Мирный, Полярный. Вот такие вот станции. А так, в основном, значит, 100 и более. Ну, сразу к слову сказать, самая у нас старшая, можно сказать, станция – это юбилейная станция, это, значит, Устьянский район, станция ТДС юбилейная, ей 200 лет. Ну и вторая идет по счету, это, значит, УГМС Якутск, это вот на Гемине наша станция, ей 190 лет. Ну, тоже такие авторитеты. Авторитетные, да. Очень такие авторитетные. Татьяна Владимировна, а что является предметом наблюдения для метеоролога? Зачем наблюдают? Ну, всегда кажется всем, что наблюдают там за осадками и за температурой. Но у нас, значит, наблюдений очень много ведется. Программа наблюдения очень обширная. Ну, понятно, стандартное давление, ветер, облачность, явления. Но у нас есть еще и актинометрические наблюдения, теплобалансовые наблюдения. Мы наблюдаем за озоном. В общем, программа очень обширная. Вот, поэтому наблюдаются вообще все параметры. Дальше у нас еще же есть центр мониторинга. Мы же называемся Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. У нас, как мы их называем, наши химики – но это коротко их называем, это центр мониторинга. Вот, и по всей территории у нас наблюдают и за, значит, чистотой воздуха, прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания загрязняющих веществ от деятельности человека, от промышленных предприятий. То есть мы наблюдаем много зачем. Вот. А вот эти наблюдения, они фиксируются каждый день? Ведь в списке вы уже перечислили достаточно большое количество пунктов. И прямо каждый день вносятся какие-то новые данные? Обязательно. У нас 8 сроков наблюдений через каждые 3 часа. То есть, вот знаете, это не просто так, что сегодня один день вышли и понаблюдали, да? То есть каждые 3 часа метеорологи на каждой станции выходят и наблюдают за всеми вот этими параметрами, о чем я сказала. Вот. А 2 раза в сутки, утром и вечером, у нас еще и аэрологические наблюдения. Это температурно-ветровые зондирования. Наверное, может быть, видели, выпускается зонд на таком большой шар, к нему прибор, и вот зондирует до 30 километров. То есть все параметры температуры, ветра, влажности измеряют вот полностью на такую высоту атмосферы. Очень кропотливая и насыщенная работа. Постоянная, то есть это у нас оперативная работа, она не прекращается никогда, ни в праздники, ни в каникулы. То есть у нас вообще как бы выходных дней у гидрометслужбы нет. Мы мониторим и наблюдаем круглогодично, 365, а когда и 366 дней в году, да.
наблюдаем. Расскажите, как составляется прогноз погоды, тот самый прогноз, который каждый, наверное, с утра смотрит, да, какая же температура воздуха за окном, ветер, атмосферное давление и так Ну далее. вот я как сказала, что все выходят наблюдать в стандартные сроки. Это сроки не только для, например, Якутии или нашей страны, это всемирные сроки. То есть всегда все в одно время измеряют все параметры погоды. Вот вышли, все померили, закодировали. Вот по каналам связи передались в центр сбора информации. Дальше у нас есть люди, которые раскодируют эту информацию, наносят кольцевую карту погоды. Но сейчас уже более современно, уже ручкой не наносят. То есть это уже техника нам в помощь. Дальше синоптики ее анализируют. Эта информация, кольцевая карта погоды, рассылается по всем нашим прогностическим станциям на территории республики, где делают прогнозы для авиации. Вот. Ну и еще мы используем, естественно, что численные методы прогноза, их очень много. Это вот прогностические карты на разные сроки, которые используют синоптики для прогноза, для составления прогноза погоды. На разные сроки, на короткие, на длинные сроки. Уже упомянули высокие технологии. Расскажите, как они вам помогают, еще более подробно можно рассказать, как они вам помогают в работе и насколько они помогают совершенствовать точность прогноза? Да, конечно, помогают. Я чисто из своего опыта. Если у нас оправдываемость прогнозов в 80-е, начало 90-х годов была чуть больше 80%, вот сейчас как раз с приходом этих новых технологий, численных методов прогноза, у нас средняя оправдываемость прогнозов 95-96%. То есть почти на 10 с лишним процентов. Это вот сразу такой результат, который заметный. У нас численные методы разные. И численные модели разные, которые мы используем. Это есть и лондонская модель, есть Токио модель, есть гидрометцентры России модель. Есть модели, которые рассчитывают наши гидрометинституты, вот дальневосточный. В общем, очень много методов и прогнозов, которые мы используем в своей работе. Вы уже рассказали, что вот будете юбилейные даты отмечать в этом году, да, ваших станций. И одной из них, самой взрослой, 200 лет. 200 лет, да. Как вот конкурент ли она для новых технологий, или это совершенно разные? А вот эта станция, про которую я сказала, юбилейная, она одна из 43 труднодоступных станций. Труднодоступные станции – это те, которые вот на расстоянии до 50 километров нет ни одного населенного пункта. То есть они находятся в такой местности, куда очень трудно добраться, в том числе вот и юбилейная станция. Вот у них там казачье село, самое близкое к ним. Вот. Поэтому эти вот труднодоступные станции, вот без них никак. Без них никак. Автоматизировать, вот всегда говорят, да вместо них поставьте там автомат и все. А вы же знаете, у нас в республике со связью тоже не очень хорошо. Сотовая связь как работает. Вот. Чем севернее, тем хуже получается. Да? А в таких вот местах труднодоступных, там сложно со связью. Хотя за последние годы мы очень обновились. У нас на многих станциях, ну, в большинстве станций уже установлены спутниковый интернет. И поэтому передается все не как раньше показывали азбукой Морзе. Вот. Раньше, да, на рации азбукой Морзе передавали. Сейчас это у нас как бы альтернативная связь, то есть это запасной вариант. А вообще пользуется электронная почта, уже пришла на труднодоступные станции, да. Вот. Поэтому шагаем вперед со временем. А если вдруг, ну, например, что-то с сотовой связью случится, и электронная почта будет недоступна, вы также все вернутся к азбуке Морзе? А вы знаете, наверное, не к азбуке Морзе. Есть сейчас рации, они тоже шагнуло все вперед. Там, да, работают микрофоном, можно работать рации, но тем не менее микрофоном. Поэтому специалистов, которые знают азбуку Морзе и могут, значит, ею работать, уже осталось не так много. Расскажите, каким оказался 2022 год в плане метеонаблюдений и насколько оправдались прогнозы? Ну, если подводить итоги года, да, как оправдались прогнозы, вот я сказала, средняя оправдываемость прогнозов по территории у нас 95%. Вот, значит, гидрологических прогнозов неплохая оправдываемость. Немножко у нас нынче была затяжная весна, поэтому долгосрочные прогнозы вскрытия, там корректировку давали, ну, не совсем стопроцентная оправдываемость, но очень даже хорошая.
Вот. А агропрогнозы, вот я не сказала, что у нас еще агропрогнозы есть, то есть это запас влаги в почве, да, значит, прогноз урожайности трав, картофеля, то есть у нас вообще информации очень много, мы продукции производим очень много. Поэтому эти прогнозы тоже были хорошая оправданность, 94-95%. Я считаю, что это очень хорошо. Вот. Значит, но основная наша все-таки задача – это предупреждение опасных явлений. То есть вот есть такой перечень утвержденный опасных явлений, которые могут нанести ущерб и экономике, и населению. В этом году таких, значит, явлений у нас было 13. Значит, ну, и оправданность получилась около 90%. То есть это очень хорошо. Не 100%, но если вот так смотреть, знаете, если, например, ветер прогнозировали 19-24, да, а опасные критерии – это 25 метров. Понимаете, чисто формально 25 – это вот уже опасное, а прогнозировали 24. Хотя, я думаю, 1 метр в секунду – это, в общем-то, если быть готовым к 24 метров, то 25 тебе все равно не будет страшно. Да, сложно не согласиться. Да. Но от итогов можно перейти к прогнозам. Какие прогнозы можете дать нам на вот этот вот год, 23-й, который наступил? Все всегда хотят таких, знаете, Конечно, далеких да. прогнозов и, конечно, точных, но, знаете, мы все время, у нас официальные прогнозы – это все-таки до 3 суток. Это краткосрочные прогнозы делаются у нас, да. Консультации до 10 суток. Есть месячный прогноз, то есть на месяц вперед, но здесь сравнение с нормой. То есть мы знаем, что такое норма – это среднемноголетние данные, высчитываются вот именно для этого месяца, для этого пункта. Вот идет сравнение именно с нормой. То есть там не будет прописано конкретно в этом прогнозе, сколько будет градусов, но сравнение в основном с нормой. Вот. Есть прогнозы, которые делают, вот опять же, я упоминала Дальневосточный наш метеорологический институт. Вот, там метод определенный есть Свинухова, высчитывают, но тоже, опять же, по отношению к норме. И вот те, которые прогнозы есть там сейчас у нас до мая месяца, да, в основном я хочу сказать, повторить, что это будет консультативно. В основном все чуть выше нормы и осадков чуть меньше нормы. Чуть вот выше... это температура чуть выше нормы, вот, то есть довольно теплые, нормальные и теплые месяцы, да, вот, а осадков норма и чуть меньше. Вот. Но на январь у нас прогноз был, значит, температура в пределах нормы, местами немного ниже, и осадков больше. Но вот сейчас мы уже видим, мы прожили декаду, 10 дней. Вот. Но какая была погода? Холодно. Все как прогнозами давали. Погода подарок сделала жителям республики предновогодней. У нас какая стояла теплая погода? 25 декабря температура была 23 градуса в городе Якутске. Это вот с 91 года такой погоды не было. Здесь, пожалуйста, подарок, гуляйте, готовьтесь к празднику. И прямо в новогоднюю ночь. Все, как говорили синоптики наши, вот хочу прямо сказать, молодцы наши синоптики. Все было предсказано, значит, в течение ночи температура понижалась, туман появился, даже фейерверков не очень было видно. Ну вот. что ж. Вот. Ну, а сейчас, да, мы вот видим, что у нас были рождественские морозы, и предстоят, рождественские, правильно, да, предстоят крещенские морозы. Вот сегодня и ближайшие сутки у нас температура немножко, вот мороз чуть-чуть отпустил. На западе территории вообще тепло. Сегодня в Витиме у нас было -1 градус. Представляете, да? Да. В Желенде было 60, значит, 1 градус 62, вот, значит, в Витиме -1, то есть вот какой разброс. И далее мы ждем вот, значит, ослабления морозов сегодня и завтра, и далее холодно и холодно. Ну, начинали так хорошо в районе нормы. Ну, давайте будем ожидать, что действительно погода нас тоже будет радовать. Татьяна Владимировна, спасибо большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Всего доброго. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.